Совместная работа – залог успеха. В Сибае начались собрания жителей в рамках программы поддержки местных инициатив. Почти ровесница города. Наши коллеги из Сибайского рабочего отпраздновали 60-летний юбилей. Испытания на пределе человеческих возможностей. Только 7 из 18 ребят смогли сдать на зеленые береты. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей в студии Ляна Кириллова. Здравствуйте. Вот уже более 2 лет Башкортостан является участником государственной программы поддержки местных инициатив. Зауралье стало пилотной площадкой при запуске проекта по инициативному бюджетированию, что на сегодняшний день определяет активное решение многих проблем в условиях города. В конце минувшей недели в Сибае прошло первое собрание жильцов поселка Горный по вопросам участия в конкурсе по финансированию гражданских инициатив. Подробности расскажет Екатерина Марочкина. Примером эффективной и тесной работы населения и шествующих организаций в условиях программы поддержки местных инициатив становятся полные залы. Так высокая явка была обеспечена и на встрече жителей поселка Горный, которые собрались вместе в стенах школы номер 5, чтобы обсудить насущные проблемы. На собрании присутствовали родители и учеников, заинтересованные в дальнейшей судьбе строения, которое было запущено в эксплуатацию в 1986 году как основной блок среднеобразовательного направления. Тонкости участия в проекте в области финансирования всем присутствующим пояснил шеф школы, депутат Совета городского округа и руководитель Сибайского водоканала Тахир Муладжанов. Правительство выделяет практически 75%, да? Да. 75% финансов, и 25% из них должно выделиться так. 10% спонсоры определенные, то есть предприятия или частные лица, и 15% населения. На повестке дня был вопрос выбора проекта для участия в конкурсе по инициативному финансированию в 2018 году. Приоритетными направлениями стали асфальтирование пришкольного участка, ремонт фасада здания. Также жители предлагали озеленить участок улицы, по которому большинство учеников идут в школу. Активные родители единогласным решением подтвердили факт плачевного состояния некоторых помещений школы, которые должны в полной мере отвечать технике безопасности. Вот эти 15% мы должны от населения, то есть инициативно должно исходить от нас. Сумма там не сильно большая, то есть она вполне подъемная. Я думаю, что у нас все получится, если все мы дружно, всем миром, то есть поможем в школе. Потому что все мы являемся жителями, у кого-то кто-то учился, у кого-то дети учатся. Поэтому было предложено актовый зал отремонтировать. Актовый зал школы требует частичной замены напольного покрытия, входных дверей, электропроводки, также требуются отделочные работы. Оценив все имеющиеся условия, жильцы решили увеличить сумму софинансирования, чтобы провести капитальный ремонт зала. По итогам заседания определена инициативная группа, которая займется дальнейшей организационной работой. Денежный сбор от граждан будет осуществляться по заявлениям о финансовом вкладе в проект. В случае непрохождения по конкурсу все средства будут возвращены. Добавим, что по условию участия в программе поддержки местных инициатив денежную помощь также окажет администрация города и спонсоры. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Прошедшая региональная неделя депутата Государственной Думы Зарифа Буйгускарова была насыщенной. Народный избранник в ходе рабочего визита по районам Зауралья посетил и наш город. Задачей депутата на сей раз было осмотреть проделанную работу в рамках реализации проектов партии «Единая Россия». Тему продолжат наши корреспонденты. В Сибае депутат Государственной Думы Зариф Буйгускаров посетил премьеру спектакля по мотивам пьесы народного поэта Мустая Карима «Похищение девушки». Пьеса была написана в 1958 году. Спустя уже год спектакль по ее мотивам был показан в Сибайском театре. И вот через 58 лет вновь премьера, уже глазами современников. Нынешнее представление стало возможным благодаря проекту партии «Единая Россия» «Театры малых городов», запущенном в этом году. Учреждения культуры, участвуя в проекте, получают финансовые средства, позволяющие привести в порядок материально-техническую базу и реализовать новые идеи. Специально для постановки в наш город был приглашен режиссер Национального молодежного театра имени Мустая Карима Азат Диганшин. Целый месяц шла плодотворная работа. Был привлечен весь творческий коллектив Сибайского театра драмы имени Арслана Мубарякова. В итоге аншлаг. Билеты на все дни спектакля раскупили уже заранее. По словам депутата Государственной Думы Зарифа Буйгускарова, цель проекта достигнута. Добавим, что на выделенные средства также закуплено световое и музыкальное оборудование, оформлена сцена. Задача партии «Единая Россия», чтобы доступ к культурным ценностям в Российской Федерации имели не только люди, проживающие в крупных городах, но и в малых городах. Вот сегодня это яркий пример. Буквально зал полон
полный прямо аншлаг. Приехали, я смотрю, люди из Хайбринского района, Баймакского района, из Абзидылского района. И, конечно, вот этот спектакль был поставлен именно на средства, выделенные по инициативе партии «Единая Россия». Всего театру было выделено 5 миллионов 112 тысяч рублей денег. Несмотря на насыщенный график поездки, народный избранник нашел время посетить ряд объектов. Вместе с руководством города Зариф Закирович ознакомился с проделанной работой по строительству тротуаров в поселке Аркаим и освещению улиц поселка Горный, куда в рамках исполнения наказов избирателей были выделены партийные денежные средства. У нас есть ведь такой проект, это исполнение наказов избирателей. По этому проекту нам, депутатам, небольшие средства выделяет из бюджета Республики Башкортостан, поэтому я принял решение, чтобы выделить средства городу Сибаю, именно вот они целевые для того, чтобы установить вот эти светильники в поселке Горный и по улице Молодежная. Вот сегодня вот посмотрели, как это реализовано, установлено, не установлено. Вот мы увидели, что светло. В поселке Аркаим тоже по программе было положено вот тротуар. То есть удобно, потому что люди тоже обращались, неудобно в колясках идти, например, надо выходить либо проезжую часть, либо здесь идти по грязи, поэтому вот сегодня такой тротуар, конечно, хорошо, прекрасно сделанный. Конечно, там кое-что надо будет сегодня посмотрим и доделывать, но это тоже для удобства людей, эта работа тоже, и поселок Аркаим тоже будет продолжена. Во время встречи приема граждан сибайцы высказывали свои предложения и пожелания, которые будут использованы в работе депутата. По обращениям некоторым гражданам была дана юридическая консультация. Часть вопросов решена путем телефонных переговоров на месте. Оставшиеся будут рассмотрены, и избирателям окажут необходимую помощь в соответствии с действующим законодательством. Лена Кириллова, Гуль Хамитова, Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Еще одно важное событие последних дней – свой 60-летний юбилей в торжественной обстановке отметила главная городская газета «Сибайский рабочий». Это то издание, без которого не представляют своей жизни несколько поколений горожан, уже больше полувека. Как прошло празднование, в материале Ирины Оренбургиной. Летопись города. Именно так можно назвать газету «Сибайский рабочий». Практически с основания Сибая на страницах ее издания отражалась жизнь города и ее жителей. В этом году Сибайка отметила свой 60-летний юбилей. Торжественное мероприятие по случаю этой знаменательной даты состоялось в минувшую пятницу в городском музее. С поздравлениями и подарками на праздник пришли ветераны издания, представители предприятий и организаций Сибая, внештатные корреспонденты, подписчики, просто любящие газеты жители города. Почетными гостями мероприятия стали руководитель агентства по печати и средств массовой информации Республики Башкортостан Борис Мелкоедов, глава администрации города Рустем Авзалов и руководители печатных изданий Зауралья. Республика лидирует по количеству выписанных экземпляров, она является одним из лидеров в России. Конечно, то, что мы поддерживаем национальную прессу, то, что у нас очень сильная районная городская пресса, это вот как раз и делает возможным эти ведущие места. И сейчас, наверное, уже ошибочно будет считать, что редакции средств массовой информации городских районах делают только газету. И во многих городах, районах люди больше читают сайт газеты, больше читают материалы газет уже в электронном виде. И, безусловно, надо как делать качественную газету, так и качественно работать в интернете. На мой взгляд, с точки зрения того качества материалов, которые производят, «Сибайский рабочий» является одним из ведущих изданий республики. Но сейчас надо просто увеличивать свое присутствие в интернете. Я думаю, что это является на сегодняшний момент одной из главных задач, потому что интернет дает достаточно большие возможности, чтобы мы больше рассказывали в новых форматах, в том числе телевизионных и радиоформатах, о той работе, которой живет город, о том, как он развивается и что нового происходит в городе. Если заглянуть в пожелтевшие старые номера, все главные события города всегда отражались в газете как в зеркале. Как картинки на слайдах менялись времена, люди, политический строй, преображалась и Сибайка. 60 лет позади, но что бы ни происходило вокруг, газета всегда выходила по графику, оставаясь верной своим читателям. Сегодня газета «Сибайский рабочий», главная газета города Сибай, отмечает свой 60-летний юбилей. За 60 лет было
выдано очень много номеров этой газеты, опубликовано очень много статей разных авторов. Но главное, что за 60 лет осталось неизменным, это преданный читатель, которых мы очень ценим, уважаем и благодарим за преданность, за поддержку. И остались неизменны наши главные герои. Это в первую очередь люди труда. Как и вся отрасль, я думаю, газета переживает не самые легкие времена, но несмотря ни на что, коллектив трудоспособный, амбициозный. Уверенно смотрим в будущее, надеемся, что любые невзгоды нам по плечу, и вместе мы сможем преодолеть временные трудности. И кто бы что бы ни говорил, мы уверены, что у печатной прессы все равно есть будущее. Сибайский рабочий всегда славился своими журналистами. Они-то и писали историю газеты. За вклад в развитие печатного издания и жизнь города сотрудники редакции были награждены республиканскими и городскими наградами. Кроме того, в рамках мероприятия были вручены членские билеты Союза журналистов Республики Башкортостан. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Давайте делать кино уже сегодня. По таким лозунгам на выходных в нашем городе прошел открытый мастер-класс, организованный киношколой «Мидпоинт» города Уфа совместно с Сибайской студией телерадиовещания. Аудитория мероприятия включала в себя как людей, рассматривающих возможность профессиональной реализации в данной области, так и просто любителей киноискусства. О том, чем запомнилось первое кинособытие в нашем городе, расскажет наш кинокритик Ренат Музафаров. Какой самый кинематографичный регион в нашей стране? Первый в списке лидеров – Саха-Якутия. За последние 10 лет северный регион сумел с нуля отстроить свою индустрию и всерьез потеснить голливудские картины в местном прокате. Другой периферийный район, где также любят кино и делают свои производственные успехи – наша Республика Башкортостан. Мы на 5-й строчке рейтинга из 85 субъектов Российской Федерации. С этой информацией начала свое выступление Гульфия Шарипова, представитель уфимской киношколы «Мидпоинт», прибывшая в наш город с открытым мастер-классом и презентацией деятельности молодежного центра при Союзе кинематографистов Башкортостана. В программу вошли 3 короткометражных фильма местного производства «Дикарь» режиссера Фарзаны Утарбаевой, «Пусть ветер унесет мои слова» Инура Аскарова и «Кредит» Вадима Валиуллина. Примечательно, что режиссеры первых 2 фильмов начинали делать свои профессиональные шаги в нашем городе. Статистика налицо. Сегодня молодые кинематографисты активно практикуют в столице и принимают участие в главных кинофестивалях страны. Организаторы киношного мастер-класса уверены, кино можно и нужно развивать в периферии. Тем более, что технические возможности 21 века позволяют снимать фильмы даже на камеру мобильного телефона. Я считаю, что кино, оно сделает нашу жизнь и лучше. Есть разные же формы кино. Есть развлекательное кино, которое позволяет нам как-то отойти от каких-то там суетных дел. Есть кино, которое заставляет задуматься и в какой-то мере даже влияет на наши какие-то выборы в жизни. Вот. И я вообще всячески за кино, и мне очень хочется, чтобы и в Сибае нашлись достойные такие талантливые ребята, потому что я точно знаю, что они здесь есть, которые бы могли как-то раскрыть свой талант и как-то помочь им дальше продвинуться, чтобы это все не осталось на уровне их каких-то там, может быть, начинаний. Мне очень хочется, чтобы они, возможно, сделали это своей профессией. Кто знает, может быть, здесь опять же живет какой-нибудь талантливый, я не знаю, следующий Сергей Герасимов, который перевернет киномир. И если я к этому буду иметь отношение, я буду прям безумно рада. Сценарный термин «Мидпоинт», в честь которого была названа Уфимская киношкола, описывает кульминационное событие в середине фильма, которое переворачивает мир героя с ног на голову. Именно такую миссию, как уверяет представитель, и преследует деятельность киношколы. Совместными усилиями молодых энтузиастов за несколько лет было выработано несколько механизмов поддержки любительского и профессионального кинематографа в республике. Помимо образовательной программы, ежегодно в Уфе организуется питчинг башкирских дебютантов, предлагающий участникам спонсорскую поддержку для реализации лучших короткометражных проектов, организация фестивалей и специализированных площадок с возможностью специалистам разных областей кинопроизводства коммуницировать в творческом пространстве. Организаторы прошедшего мероприятия призывают активнее включаться в процесс вне зависимости от возраста и основной занятости. Юные ученики Сибайской школы телевидения Media Kids уже успели приобщиться к видеоискусству. Для них кино как форма подачи
возможность придать журналистскому материалу особую художественную огранку. Конечно, у нас, может быть, мы немножко не по профилю, ребята у нас больше заморочены на журналистике, на телеискусстве, но дополнительные знания получить о кино и о том, как пишется сценарий, например, там, или идет монтаж, для нас не помешают такие знания. Поэтому мы пришли, нас много, целая команда. Я думаю, что это мероприятие будет интересно для наших ребят. В планах организаторов продолжать свою деятельность в периферийных районах Башкортостана. Совместными усилиями Республиканского молодежного центра Союза кинематографистов и Сибайской студии телерадиовещания сибайцы уже в этом месяце смогут приобщиться к акции «День короткометражного кино» с бесплатным прокатом фильмов. А уже в начале следующего года рассматривается возможность дистанционного обучения сибайцев по курсу «Сценарий короткометражного фильма». Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. Голубые береты традиционно носят десантники, оранжевые – представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, а черные – морские пехотинцы. Однако есть головные уборы, цвет которых выступает отличительным признаком элитных специальных подразделений. Наиболее известен в России краповый берет. Это символ высочайшей квалификации и доблести спецназовца в подразделениях и частях Министерства внутренних дел, история которого насчитывает более 30 лет. А что касается зеленых беретов, то их носит элита войсковой разведки во внутренних войсках МВД. Такой же расцветки береты и у юных патриотов Сибая. Подробности далее. Квалификационные испытания на право ношения зеленого курсантского берета в Сибае проводятся начиная с 2012 года. В этом году для прохождения предварительных испытаний заявки подали 25 юных патриотов. Для них в военно-патриотическом клубе мужества школы номер 5 была подготовлена полоса препятствий. Еще в сентябре ребята показали свои умения. Предварительные испытания включали разборку-сборку автомата Калашникова менее чем за 40 секунд, подтягивание на перекладине с автоматом, каской и противогазом не менее 10 раз и выполнение комплекса физических упражнений «Тест Купера». К основным испытаниям были допущены лишь 18 кандидатов. Под взрывы, выстрелы и пролетающие мимо ушей пули кандидаты преодолевали рвы, ползли под колючей проволокой, надев противогазы, проходили задымленные туннели, переносили раненых товарищей, стреляли по мишеням. Кандидаты выбывали один за другим. Физические испытания для многих шли на пределе человеческих возможностей и сил. После марш-броска по боевой полосе препятствий участникам предстояло показать свои акробатические навыки и выполнить комплекс упражнений по рукопашному бою. Все желающие могут участвовать, несмотря на возраст. И вот. Главное – дух бойца, силы и упорство к цели. Особенно сложным для участников оказался спарринг. Было больно и страшно, но ребята старались. В итоге только 7 ребят из 18 успешно прошли все испытания и заслужили право ношения зеленого берета. Торжественное вручение состоялось сегодня в городской администрации. Служу Российской Федерации. Поздравляю вас всех с этой достойной, скажем, наградой за свои усилия, за свой труд, за свой вклад. Понятное дело, что просто так, скажем, берет получить, в общем-то, невозможно без определенной подготовки. То есть это нужна и выносливость, и упорство, и целеустремленность. Поэтому на будущее хочется сказать, чтобы, скажем, вы с гордостью и достоинством носили этот берет, потому что получение и обладание беретом несет помимо каких-то прав еще и обязанности. То есть это обязанность быть достойным гражданином нашего общества. Это быть примером и образцом для своих сверстников, для тех, кто еще пока не получил берет, то есть не сдал испытания. И, соответственно, своим поведением, своим отношением с родственниками, с родителями, с коллегами, с учителями и преподавателями, то есть в школе, то есть где бы вы ни находились, вы должны проявлять
самые лучшие человеческие качества. Как верно подметили организаторы, берет – символ мужества, чести, отваги. Порядочность, высокие моральные качества, строгость и справедливость – это главные принципы носящего берет. Иначе быть не может, ведь берет – это лицо патриота, и носит его лучший из лучших. Та боевая единица, на которую всегда можно положиться. За 5 лет испытаний на право ношения берета его обладателями в нашем городе стали порядка 30 юношей и девушек. Ляна Кириллова, Айгуль Хамитов, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Удачной вам недели и всего доброго. Увидимся.